Согласно новой структуре Кабинета министров Абхазии, штатная численность сотрудников министерств и ведомств будет сокращена. Как сообщил журналистам премьер-министр Валерий Бгамба, предполагается сократить до 15%, а это порядка 375 человек. На сегодняшний день по штатному расписанию, за исключением Министерства обороны и внутренних дел, количество сотрудников министерств и ведомств достигает 2700 человек. По словам Валерия Бгамба, оптимизация штатной численности служащих центральных органов госуправления позволит сэкономить 30-40 миллионов рублей в год. Премьер-министр отметил, что сокращение служащих центральных органов госуправления не отразится на их работе. При этом он добавил, что за последние 5 лет штатная численность аппарата Кабинета министров от 149 сократилась до 96 человек. Смогли мы все сделать то, что хотели по структуре. Но честно вам скажу, что не смогли. В первую очередь это связано с тем, что нам это не позволяет Конституционный закон Республики Абхазия о правительстве, о Кабинете министров Республики Абхазия, принятый в 1996 году. Там не допускается вхождение одного центрального органа в другой. А есть у нас ряд управлений, которые более эффективно осуществляли бы свою работу, если были бы они в теле, допустим, Госкомитета. Также карантинная инспекция, если она была бы в теле Госкомитета по сельскому хозяйству, я думаю, что гораздо более эффективной была бы работа и карантинного комитета, и карантинной инспекции, и комитета по сельскому хозяйству, потому что сегодня карантинная служба, не обладая теми ресурсами, которые обладает комитет, они просто не могут выполнять свою работу. То же самое ветеринарная служба. Есть у нас управления другие, которые мы смогли управление слить, но было бы желательно, конечно, их соединить с министерством, с другим ведомством, вот, допустим, управление связи, управление транспортом и так далее. Мы могли бы их в Министерстве экономики на правах юридических лиц. Считаю, что была более эффективная работа. У нас подготовлен проект поправки в закон о Кабинете министров. Мы подадим этот проект после решения правительства в администрацию президента с дальнейшим представлением в парламент. Говоря о переименовании Министерства культуры и историко-культурного наследия в Министерство культуры Республики Абхазия, Валерий Бгамба подчеркнул, что в связи с этим функции ведомства не изменились. А вот Министерство образования и науки переименовано в Министерство просвещения, так как изначально министерство не занималось наукой, и его название не соответствовало выполняемым функциям. Валерий Бгамба также прокомментировал причину реорганизации Министерства сельского хозяйства и Министерства по курортам и туризму в государственные комитеты. Состав кадров Министерства сельского хозяйства и Министерства по курортам и туризму со своими отделами. Это орган управления, это орган администрирования министерства. Да? Он управлял, администрировал отрасль. За эти годы произошли существенные изменения в этих отраслях. Если мы сегодня посмотрим, мы увидим, может быть, 10% и то нет государственных предприятий в этих отраслях. По курортам и туризму давайте посмотрим. Курорт Пицунда, Афонская пещера и все. В сельском хозяйстве то же самое. Практически все в аренде, кроме 2-3 РУПов. Поэтому мы считаем, что их работа должна измениться. То есть уже нет необходимости администрирования этой отрасли. Нужно проводить политику государства в эти отрасли. Нужно заниматься рекламой не одного предприятия, рекламой государства, я имею в виду Комитет по курортам и туризму. Надо заниматься увеличением роли науки, это имею в виду Комитет по сельскому хозяйству. У нас сорта не изменяются, по-моему, уже многие годы. Нам необходимо вести борьбу с вредителями, с карантинными сорняками. Мы должны помогать крестьянину, не мешать ему. Поэтому здесь голое администрирование абсолютно никому не нужно. Путем слияния Министерства здравоохранения и Министерства труда, занятости и социального обеспечения образовано Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия, которое также в соответствии с указом президента объединило в себе 4 фонда – пенсионный, социального страхования и охраны труда, обязательного медицинского страхования и государственный внебюджетный фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Функции этих госучреждений во многом схожи, и именно поэтому было принято такое решение, отметил Валерий Бгамба. Министерство труда и социальной защиты занималось практически теми же функциями. Это социальная защита населения. Сейчас о труде я понимаю, что мы не можем говорить. Фонды, если мы возьмем все фонды, кроме пенсионного фонда, все они занимались детьми, родителями, то есть все те социальные вопросы, которые, в принципе, решает и Минздрав. То есть их функции настолько близки друг к другу, что я не вижу там, чтобы какое-то нагромождение было. Да, чуть-чуть будет, конечно,
вот Министерство труда и социальной защиты, его функции чуть-чуть будут уже как бы, наверное, отдельным отделом. А то, что касается медстрахования, соцстрахования, они выполняли те же функции, что Минздрав. Проекты реорганизации структуры и положения каждого нового ведомства будут представлены в Кабинет министров и рассмотрены на ближайшем заседании. Аля Катрап, Степан Мартиросян, Руслан Орлов, Абхазское телевидение.